В начале конференции глава государства подвел главные итоги работы за год и озвучил показатели исполнения бюджета. Внутренний валовый продукт республики в 2025 году вырос более чем на 30%. Доходная часть бюджета составила 21,7 миллиарда рублей, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Бадрагунба особо отметил динамику роста республиканских доходов за счет собственных источников. Их доля превысила 61%. Что это значит? Что мы сами наращиваем свои возможности по укреплению нашей экономики. Хотел бы отметить, что если в суммарном выражении, что это значит повышение, это более чем в 1,3 миллиарда рублей мы пополнили бюджет в прошедшем году. Бадрагунба подвел итоги поездки в Москву и встречи с президентом Владимиром Путиным. Это уже третья встреча в течение года, подчеркнул глава государства. Встреча проходила в доброжелательной и конструктивной атмосфере. Был поднят один из главных вопросов, беспокоящий наших граждан – вопрос пособий на детей и материнского капитала. Решение этого вопроса для меня очень важное, ключевое. Мы очень часто говорим о развитии демографии, о поддержке наших граждан, социальных каких-то условиях, их возможностях. И я, конечно же, все свои усилия сосредоточу на том, чтобы решить данную проблему. И самое главное, я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и наших российских коллег, тех людей, которые в ежедневном режиме занимаются решением этого вопроса, решением и применением механизмов для того, чтобы наши граждане не сталкивались с этой проблемой. Обсудили ситуацию в энергоотрасли. С 2016 года Абхазия столкнулась с энергодефицитом. И, к сожалению, в последние годы дефицит электроэнергии только увеличивался. Бадрагунба напомнил, что в период веерных отключений страна оставалась без света от 10 до 12 часов в сутки, что наносило непоправимый ущерб как гражданам, так и бизнесу. Президент подчеркнул, что этот осенне-зимний и зимне-весенний периоды прошли без веерных отключений электроэнергии. Каждый день на протяжении всего года, 365 дней в году, я ежедневно в 9 утра начинаю свою работу с аналитики, с потребления объемов электроэнергии суточных, начиная от притока воды, от уровня воды, от тех мероприятий, которые проходят сегодня на территории Абхазии в рамках реконструкции энергосистемы. И, наверное, вот такой подход дал и определенные результаты. Тут, конечно же, мы применили новые подходы, выстроили новые, взаимоотношения и формат работы с главного нашего источника генерации электроэнергии Сынгургэс. Мы начали в летний период более дешевые тарифы выбирать в Российской Федерации для экономии и более высокой выработки воды в водохранилище на Ингурской ГЭС, что позволило нам зимой до 1 января 2026 года пройти собственными ресурсами. В Абхазии установят памятники добровольцам, пришедшим на помощь абхазскому народу в годы Отечественной войны народа Абхазии, а также бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции. И в рамках нашей встречи с Владимиром Владимировичем говорил на эту тему. Хочу сказать нашим соотечественникам, передать слова благодарности за поддержку наших добровольцев, ребят, которые сегодня находятся на специальной военной операции. И как в годы Великой Отечественной войны сегодня наши добровольцы, ребята, плечом к плечу находятся на фронтах специальной военной операции. Конечно же, потеря каждого парня, бойца для нас огромная потеря. И не чтить память людей, которых мы потеряли при таких сложных условиях, мы не имеем права. Хочу сказать вам о том, что и памятник добровольцам мы прорабатываем вопрос. Более того, предварительно мы уже нашли место установки памятника и также предварительно уже нашли место для установки в память
погибшим на специальной военной операции. Пресс-конференция длилась 2 часа. Были затронуты темы, связанные с образованием, здравоохранением, массовым внедрением контрольно-кассовой техники и развитием инфраструктуры республики. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.